в свете последних событий в Адлере, что вот это нас коснулось и так далее, но почему-то не вспоминаем соглашение о союзничестве и партнерстве с Россией. И главное, базовое соглашение 2008 года. Там во второй статье прямо написано, что в случае агрессии в отношении одной из сторон, вторая сторона включается в процесс, в том числе и в качестве военной помощи. Поэтому наш союзник находится в состоянии войны. Акты агрессии в отношении него проводятся регулярно. На территории нашего союзника происходят боевые действия. Вот Курская область, например. Для нас война уже началась давным-давно. И не хотел сейчас уходить в критику, но такое ощущение, что мы кого-то чего-то ждем. Вот то, чего мы ждем, оно уже происходит 3,5, почти 4 года. И благо, еще раз поблагодарю Равиля Валерьевича о том, что какие-то пошли, да, телодвижения в этом направлении. И слава Богу, лучше поздно, чем никогда. Но все это уже происходит. Мы находимся в этом режиме уже 4 года. Вот это просто я бы хотел донести до каждого. Это не граждан наших касается, это касается тех ответственных людей, которые за это направление у нас в стране отвечают. Я с их стороны, да и не только я, мы не видим никаких адекватных ситуаций, действий вообще. Понимаете? То есть нет никаких действий. И вы все прекрасно об этом знаете. Вот здесь вы сидите, ну, в основном есть и представители старшего поколения. Я вот недавно был на одном мероприятии, присутствовали мои ровесники и младшие. Мы на эту тему заговорили, вот в Гудауте. И задал вопрос. Опять же, мы никого не ругаем. Простые вопросы. Вот началась война, вот мы здесь сидим сейчас с вами общаемся. Война началась. Кто к какому подразделению из вас относится? Где точка сбора? Где оружие? Где план А, план Б? Ни один человек не ответил на это. А это люди, которые, вот, кстати, будут защищать Абхазию. Ну, а по поводу бюджета, что хочу сказать. Вы совершенно правы, у нас же ограничены возможности. И да, мы должны рационально их использовать. Но вот эти вещи, о которых я сейчас сказал, они же не требуют бюджета. Организовать просто нужно. Мозги нужны. Просто все это систематизировать. Неужели это больших денег стоит? Распределить, обозначить, провести соответствующие сборы, учения. Это же не так дорого. Об этом надо вести речь. Спасибо. Ну, в целом, в свете последних событий в Адлере, что вот это нас коснулось и так далее, но почему-то не вспоминаем соглашение о союзничестве и партнерстве с Россией. И главное, базовое соглашение 2008 года. Там во второй статье прямо написано, что в случае агрессии в отношении одной из сторон, вторая сторона включается в процесс, в том числе и в качестве военной помощи. Поэтому наш союзник находится в состоянии войны. Акты агрессии в отношении него проводятся регулярно. На территории нашего союзника происходят боевые действия. Вот Курская область, например. Для нас война уже началась давным-давно. И не хотел сейчас уходить в критику, но такое ощущение, что мы кого-то чего-то ждем. Вот то, чего мы ждем, оно уже происходит 3,5, почти 4 года. И благо, еще раз поблагодарю Равиля Валерьевича о том, что какие-то пошли, да, телодвижения в этом направлении. И слава Богу, лучше поздно, чем никогда. Но все это уже происходит. Мы находимся в этом режиме уже 4 года. Вот это просто я бы хотел донести до каждого. Это не граждан наших касается, это касается тех ответственных людей, которые за это направление у нас в стране отвечают. Я с их стороны, да и не только я, мы не видим никаких адекватных ситуаций, действий вообще. Понимаете? То есть нет никаких действий. И вы все прекрасно об этом знаете. Вот здесь вы сидите, ну, в основном есть и представители старшего поколения. Я вот недавно был на одном мероприятии, присутствовали мои ровесники и младшие. Мы на эту тему заговорили, вот в Гудауте. И задал вопрос.
Опять же, мы никого не ругаем. Простые вопросы. Вот началась война, вот мы здесь сидим сейчас с вами общаемся. Война началась. Кто к какому подразделению из вас относится? Где точка сбора? Где оружие? Где план А, план Б? Ни один человек не ответил на это. А это люди, которые, вот, кстати, будут защищать Абхазию. Ну, а по поводу бюджета, что хочу сказать. Вы совершенно правы, у нас же ограничены возможности. И да, мы должны рационально их использовать. Но вот эти вещи, о которых я сейчас сказал, они же не требуют бюджета. Организовать просто нужно. Мозги нужны. Просто все это систематизировать. Неужели это больших денег стоит? Распределить, обозначить, провести соответствующие сборы, учения. Это же не так дорого. Об этом надо вести речь. Спасибо. Ну, вы в своем